Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Сегодня из Якутии должны были отправить очередную партию собранной гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Якутяне собрали около 7 тонн товаров первой необходимости. Это одежда, продукты питания, детское питание, средства индивидуальной защиты и гигиены. Свою поддержку оказали предприятия, общественные организации, государственные учреждения, институты, музеи и другие организации. Между тем, важным остается и моральная поддержка россиян жителям ДНР и ЛНР. У нас в гостях Алгыстан Сафронов, председатель объединения молодежных общественных организаций районов Якутии «Зема». Алгыстан Илгланович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как можно морально поддержать и нашу армию, и жителей ДНР и ЛНР? Вера и надежда. Это выступает как мотивация и служит как механизмом движения. Хотелось бы призвать по возможности молодежь именно моральной поддержки. Это верить в наших солдат, в нашу армию. Первостепенно верить в наших земляков, которые, оставив свой страх, поехали на Украину, на спецоперацию. Надеяться на своих лидеров, возлагать надежду на своих лидеров. Ваша организация на самом деле очень большая и охватывает всю республику. Скажите, как участники объединения «Зема» относятся к тому, что сейчас происходит на территории Украины? Наша организация всячески поддерживает. К примеру, могу привести тут акции поддержки. Все мы знаем, то, что есть два фронта спецоперации. Это первая полевая, вторая информационная. В полевой, конечно, тяжело, страшно. У информационной мы должны, во-первых, не верить информации, которая исходит от медиапространства Украины. Мы всячески должны поддерживать наших, как я ранее говорил, лидеров, своих ребят, своих даже родных, которые поехали на Украину. А почему уже в эти дни важно сплотиться всем вместе? Хочу сразу привести пример. Справа, например, волк, который отбился от стаи. Слева стая волков. У них стоит задача добыть пищу. Вопрос, кому из них будет легче добыть пищу? Конечно, тем, кто находится вместе. Да, совершенно правильно. Стаей добыть пищу гораздо легче. Как правило, волку, который отбился от стаи, тяжело добыть одному. Это ключевой момент, слово. Одному тяжело добывать пищу. И, как правило, он начинает голодать, слабеть. В данной ситуации, в данный момент, понимая все, что происходит вокруг, мы должны держаться вместе, сплотиться вокруг своих лидеров и, как я говорил, верить в своих и надеяться на хорошее только. В такой ситуации нам необходимо, и мы должны все участвовать и принимать всеми возможными путями в поддержке спецоперации. Алгыстан Илгланович, помимо объединения, поддержки, веры и надежды, в чем заключается сила духа нашего народа? Истинная и настоящая любовь к своей малой родине. Это и является, по моему мнению, силой духа народа. Благодарю вас за содержательную беседу. Возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Напомню, вы смотрели «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.